много таких моментов было, когда, если вспомнишь, была такая, грузины предприняли такую психологическую атаку со старыми козами. Это тысячи человек пошли в атаку, и ребята их отбили. Вот как раз до этого во сне преподобного Сергия вижу. Вот преподобного нашего Сергия. И со стороны именно Ленина оттуда подходит. И когда увидел, как преподобный благословил, смеется, мне говорит: Вадим, ты говорит, не бойся. Завтра, говорит, здесь предприму психологическую атаку, но не бойся. Я, говорит, не пущу здесь их. Ты не бойся. И его слова помню. Ты трудись на моем винограднике. Я говорю, поработай на твоем винограднике. Представляешь? Ты трудись на моем винограднике, поработай на твоем винограднике. И действительно, второй день по телевизору как раз попросил, я уже послушником был, нам телевизор этих ничего не было, и попросил духовника, чтобы разрешили посмотреть эпизод. Вы мне сказали, этот эпизод посмотришь и обратно. И действительно показывают, как грузины пошли в атаку, и говорят, 300 ребят отбили эту атаку, там больше 1000 человек пошли в атаку. Задается вопрос, кто за нас воевал? Народ или сам преподобный помог? Александр Невский как помог? Как Матерь Божия ходила, если он тебе рассказать, и тогда утро, как по городу ходила Матерь Божия своим парламафором, оберегала весь город, не пускала, всякие кады летели, всякие кады змей. И весь город оказался под колпаком. Необычно так колпаки, когда туда залетали эти гады, уже не могли пробить его. И где должны были пробить, она подходила туда, и самофор ее села, необычный свет, и все обжигала. И я надеялся на хорошего. И самое главное, когда остался, год проучил, и взял, попросил, 3 месяца меня отпустили, приезжаю домой, и говорю, ребята, как раз ведь там была Алмазин, была. Если вам нужен, где пригожусь, я здесь. А воевать так воевать. Он на меня посмотрел и говорит, слушай, брат, мы, говорит, слышали, что, говорит, ты учишься в семинаре. Да, потом священник имеет право убивать, а нет. А что ты туда прыгаешь? Иди, говорит, учи. Иди учи и приезжай, и спасай народ. Мы здесь там полным-полно. Нас здесь полным-полно. Кому воевать? А у нас лидера нету. За кем бы пошли? Против нас и губит. Эти споры, ссоры, все между какими всякие там. И самое главное, что было в семинаре, Господь всегда подавал свои милости, особенно преподобные. Вот когда во сне вижу такой сон, явно. Завтра, говорит, Вадим говорит, для мирское имя было крещение Вадим. И мне говорит, Вадим, завтра в девушке получишь письмо сестре, или послезавтра, но запомни, все, что там пишут, ничего не надо бояться, у вас все хорошо, понял? Смотри, чтобы никуда не пошел. Понял? Ну, понял, все, курс закончился. И действительно, во второй день получил письмо от сестры. Маджафасса, Мачоновса, Рафта, Автомагавса, Хурдевса, Мафта, Кашмодан, Капта, Рожбольшкашма, Капти, ничего ли. А за всех тоже тур, когда разговор сходим, как услышался, когда они шли обед, там думал, что за турки, что за это, и мне голос подсказывает. А я говорю, грузинов спроси, там учились 2 мигрела, и вот не спроси. И спроси, и ты подскажешь. Ну и спрашивали, что такое Гамсаход сделал, кто? Это, говорит, наш лидер. Ну, понятно уже стало. И когда телевизор показывает, ну, там тоже немножко, наверное, добавляют какие-то. Я уже не мог выдержать. Ну, думаю, как я здесь буду, отец мой в бегах, ну, как совесть и гордость не позволял. И решили их отвоевать. И мне опять во сне подходит и голос говорит, что не боялся, все хорошо. Я выдержал опять недельку 3.
И уже терпение лопнуло. Сказал, все, иду воевать. Возьму академическую. И мне тогда вас мне опять подошел и говорит, я вначале не упрекал, как ты мне говоришь, они там по-другому показывают. И самое главное, что интересно, по-другому показывает, пойдем-ка со мной. Вот человек, ну, изводит меня и говорит, не бойся, не пойдешь, говорит. Какую-то необычную подушку, необычный дым. И не дым, облако, не облако, какое-то необычное. И вместе повел меня, и руку так сделал. Ты говоришь, что, говорит, видишь? Отсхинывали с одной феста, там мазан, отсхинывал правильно, говорит. Вот сейчас теперь немножко прошли по воздуху, вот вниз смотрю, что, говорит, видишь? Матика сарна, лаванч лапута, Юрий Лавич Горжи, Инар Лапута, Сихсан Сот, Горжи Каркан, само слово, Динамо, Ирата Каркан, Спартак, Чижеба. Потом, что слышишь, у нас такие слова правильно, говорит. А ты, говорит, посмотри, вот тебе крест ставлю, вот тебе руку прикладываю на крест. Это было, с одной стороны, радостно, что страшное. Я когда посмотрел, от меня недалеко, выше от меня где-то 150 метров над головой стоит архангел. У каждого человека есть свой ангел-охранитель, у каждого города есть свой ангел-охранитель, каждый деревня свой ангел-охранитель, каждый государство свой ангел-охранитель. И мне говорит, голос, послушай, что, говорит, ты такой, что, говорит, видишь? Сказал, архангела. Правильно, говорит, это, говорит, ваш ангел-охранитель вашего города. И на руке у него осетинский меч. Можешь представить, правой рукой так держит в сторону грузинов. И происходит необычное сияние, и наш народ светом осевает, а на грузинов черн. Это, говорит, ваш ангел, охранитель вашего города. И запомни, он их сюда не пустит. Тебя, говорит, Бог призвал для того, чтобы ты учился, а не воевал. Посмотри, ваш народ погибает за что? Вот ты посмотри на город, потом провел над городом, смотри, посмотри. Если бы у вас здесь был ход один священник, представьте, здесь, говорит, грузинам нечего делать. Здесь грузинам нечего делать, но ваша беда в том, что даже у вас ни одного священника нету. Ну, тогда в это время появился Пухман. Аллилуйя, балилуй, зарабатывал деньги. Если это угодно было Богу, почему Бог не сказал? Вот, у вас есть священник, хорошо. У нас было много баптистов тогда, и сектантов, появилось это сплошь и рядом. Почему голос не говорит, что нужен священник? И когда они сегодня говорят, что мы вымолили город, и всякие сектанты, всякие все это чушь, это Богу не угодно. Это является сектой и не богоугодной. Даже их молитва не слышна Богу. Это факт, практика показала. Вот такой момент второй. Я сильно скорбел, естественно, как-то со слезами заснул. И голос говорит, Вадим, вот ты плачешь и рыдаешь, ты думаешь, что Бог меньше любит ваш народ, чем ты. И оказались на городе героев. На это улица героев. И мне показывает голос, посмотри, возле каждого храма, возле каждого дома стоят лампады. И все говорят, сколько уж лампад горит. Я говорю, ни одной. Зайди, говорю, зажги вот эту лампаду. Я захожу, смотрю, я говорю, мне спички нет. Я говорю, там тебе спичку, зайди. Захожу, лампадка, большая лампада, а внутри не только масло, но уже фитилька нет. И поплавок сброшен этот. И говорю, там, говорит, ну, видишь масло? Нет, говорю. А я говорю, хоть это видишь? Хоть фитиль? Я говорю, нет. А чего ты тогда плачешь? Эти грехи. Посмотри, целый город. И ни на кого презреть, чтобы ради кого были помилованы. Ни на кого презреть, Вадим, чтобы вас Бог помиловал. Поэтому еще раз тебе говорю, молись, учи. Моли, учи, и ты должен ехать спасать народ. Для этого ты призван.
Это была действительность, де факто. Хоть на 10 раз разбуди, хоть даже через 100 лет, это как будто вчера было. Это все это видение.